Здравствуйте! Мы работаем в пресс-центре Абхазского телевидения. Сегодня, 2 марта 2020 года, стартовал новый проект «Гордость Абхазии». Чтобы подробно рассказать вам, уважаемые телезрители, обо всех деталях, связанных с конкурсом, в нашу студию пожаловали члены оргкомитета и отборочной комиссии конкурса. Итак, сегодня у нас в гостях Фаина Николаевна Кондратьева, Абисалом Кварчия, Генрих Надарьевич Тужба и Александр Викторович Страничкин. Начнем. Расскажите, пожалуйста, о конкурсе и о главных его условиях и о критериях, которыми будет руководствоваться комиссия. Кто первый начнет? Ну, я думаю, что оргкомитет начнет первым. Сегодня, 2 марта, как вы уже сказали, этого года запускается, уже запущен конкурс молодых лидеров «Гордость Абхазии». Создан специальный сайт, на который с сегодняшнего дня будущие участники могут подать заявку, то есть зарегистрироваться. Им будет открыт личный кабинет. И на первом этапе надо будет прислать свое резюме и также видеоэссе. Что должно быть в видеоэссе, мы попозже расскажем. Конкурс носит название «Гордость Абхазии». Почему гордость Абхазии? Гордость Абхазии – это наша молодежь. Сегодня молодежь должна стать драйвером тех изменений, которые необходимы. Все это понимают, что изменения необходимы. Конкурс будет проходить в 3 этапа. Первый этап с сегодняшнего дня продлится до 1 мая. Как я уже сказала, необходимо зарегистрироваться, написать резюме и видеоэссе составить. Значит, каждый этап будет оцениваться по 10-бальной системе конкурсной комиссии. В конкурсную комиссию будут входить общественные, государственные деятели, специалисты Абхазского государственного университета. По результатам первого этапа будут отобраны не более 50 участников, то есть такая цифра не более 50, после того, как будут оценены все видеоэссе. На втором этапе пройдут единое управленческое тестирование, разработанное тоже специалистами конкурсной комиссии, а также индивидуальное собеседование. На втором этапе тоже по 10-бальной системе будут оцениваться участники. И вот эта 10-бальная система, она будет давать индивидуальный рейтинг каждому участнику. По результатам второго этапа не более 25 участников пройдут на третий, на финальный этап. И на финале участникам будут предложены командные игры, управленческие игры. Также участники презентуют свой индивидуальный проект по развитию Абхазии, то есть по специализации своей. После финального этапа в течение 7 дней на сайте конкурса будет проходить народное голосование, то есть каждый сможет проголосовать. И каким образом будет определен победитель? Значит, будут учитываться на 30% результаты народного голосования и на 70% результаты, которые выдаст конкурсная комиссия. Вот. Победители, можно сказать сразу по поводу награждений, какие ожидают победителей. Давайте сначала поговорим о том, кто может принять участие в конкурсе. Еще раз напомните условия, кто эти люди, какой возраст, какое образование. Значит, главные требования к участникам: высшее образование, либо участник, значит, нижняя возрастная граница. И что касается образования, участник должен быть студентом последнего курса высшего учебного заведения. Или же, если старше, иметь высшее образование, но не должен быть старше 35 лет. Также участники должны быть гражданами Республики Абхазия, либо проживать на законных основаниях постоянно в Республике Абхазия. Хорошо. Можно маленькое дополнение? Да, пожалуйста. Там в условиях конкурса очень интересный момент на первом этапе, первый этап, который будет, это то, что они должны написать свое видение, эссе об Абхазии, экономике Абхазии, социально-экономическом развитии Абхазии до 2030 года.
это немаловажно, потому что это покажет, насколько они могут логически мыслить, свое представление о будущем, потому что то, о чем они будут говорить, им придется воплощать в жизнь. Это очень важно. И то, что они предполагают сделать, я думаю, что они будут, когда делать, это будет опираться на свои собственные задачи, которые они поставили перед собой. Как журналисту мне интересен еще один вопрос, вот как раз по поводу видеоэссе. Ну, ведь эта программа рассчитана на разных людей, которые проживают в различных районах республики. Я уверена, что многие из них образованные, талантливые люди, но не совсем уверена, что они достаточно раскрепощенные и смогут передать все свои мысли и показать себя в правильном вот виде, свете, через объектив камеры. Как вы считаете? Это не станет для них препятствием для их участия? Ну, с одной стороны, может быть, конечно, для кого-то станет, а с другой стороны, мы считаем так, что человек, который претендует на руководящие должности, хочет стать управленцем, который считает себя лидером, он должен быть достаточно уверенным в себе человеком и все равно не только знаниями, но определенными навыками обладать. Тем более, что у нас нет каких-то строгих требований формата видеоэссе, то есть человек просто рассказывает о себе. Просто можно рассказывать, вот как я сейчас говорю, представиться, рассказать о себе. Вот я сейчас зачитаю основное требование к видеоэссе, чтобы это было точно. Да? В видеоэссе претенденты описывают основные направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития Республики Абхазия. То есть условия развития экономики, человеческого капитала и уровня жизни населения, развитие науки, технологий и инноваций, производственной инфраструктуры, агропромышленного комплекса, внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности. Но здесь, конечно, не стоит углубляться, то есть вкратце рассказать о своем видении по основным, по главным вопросам, ну и рассказать немножечко о своей специализации. То есть здесь же могут быть представлены и спортсмены, и сельским хозяйством, кто хочет. Да, различные направления абсолютно, и лингвистики, которые касаются. Вот. Но еще хотелось бы сказать, сразу надо было сказать, конечно, о главной цели нашего конкурса. Это выявление и поддержка талантливой, перспективной молодежи, которые в будущем станут компетентными и честными управленцами. Ну, чуть-чуть можно добавить, да? Тут, в принципе, написано же, да, на молодых лидеров. Все слово «лидер» подразумевает, что человек, который не умеет презентовать себя, презентовать свою программу, он уже как бы на лидерство не тянет, я так понимаю. Поэтому это правильный подход. И если есть, но людям, некоторым надо, наверное, помочь, проконсультироваться, кто хочет. Это надо какой-то, ну, им помочь пройти, это подготовить, и тогда это было более объективно и честно. Поэтому тут, какой бы человек ни был, мы обычно иногда бываем закомплексованы, но человек должен суметь раскрыть себя, раскрыть свою программу. В этом заключается лидерство. С теми, кто пройдет первый этап, как я понимаю, да? Вообще хотел бы добавить, что касаемо вот видеоэссе, помощи, у нас в каждом городе и районе есть представители оргкомитета, который именно делегирован для того, чтобы помогать подать заявление, эссе. То есть мы готовы помогать в каждом районе, если есть какие-то проблемы, вот, которые озвучены. Данный конкурс, конечно, является положительным явлением нашей сегодняшней жизни, потому что у нас очень много молодежи, грамотной молодежи, которая, ну, не всегда видит перспективу перед собой. Поэтому некоторые уезжают учиться, работать в Российскую Федерацию. И нам надо так сделать, чтобы те люди, которые получают знания, независимо в Абхазском университете или за пределами Абхазии, они приезжали или оставались здесь и работали в нашей экономике. Конечно, у нас есть проблема занятости, это никто не скрывает. Нам надо создавать рабочие места не только на государственной службе. Государственная служба, она такая, имеет свои пределы, невозможно туда набирать много. То есть надо создавать те предприятия, на которых они будут работать. Я имею в виду и любые другие предприятия. И в этой связи хотелось бы, чтобы на это обратили внимание и сами предприниматели, которые бы после конкурса могли бы отобрать себе молодых людей, которые бы начали работать у них. У нас есть много молодых людей, которые сегодня возглавляют многие предприятия, Амобайл, да, вот, в частности.
Борис Борцыц, который все его знают. Это молодой человек, который буквально на наших глазах вырос такого большого, великолепного менеджера. И поэтому вот эти вопросы, которые у нас сегодня будут или обсуждаться, или потом будут реализовываться, конечно, они должны быть связаны. И хотел бы еще сказать вот об одном. Так как я преподаю в Абхазском государственном университете, я вижу наших студентов, есть действительно очень грамотные, хорошие ребята. Вот наш университет 4 года, уже 5-й год, участвует в Олимпиаде по истории экономических учений в России. Это международная Олимпиада. Из этих 4 разов мы практически каждый год брали 3-е место. Если учитывать, что Высшая школа экономики, финансовый университет и МГУ участвуют. То есть есть ребята, которые могут заниматься. Поэтому нам надо этих ребят подтягивать, вытаскивать. Я надеюсь на то, что вот этот конкурс, да, когда будет сейчас проводиться первый этап, молодые люди придут и будут реализовывать свои возможности. И дай Бог, чтобы нам всем было от этого лучше, я имею в виду, нашей экономики. Дополните? Да. Ну, во-первых, честно говоря, мне хотелось бы поблагодарить всех тех, у кого эта идея возникла сама, и ту команду, которая эту идею хочет реализовать. Это не все так просто, наверное. Ну, что ребята взялись за такое большое, великое дело. Я думаю, вот я как гражданин среднестатистический, я просто благодарен вам, что какой-то вот свет в конце туннеля показали нашей молодежи. Не на словах, а на деле. Человек, когда он имеет возможность проявить себя, показать себя, даже где-то, может, надо будет ему и помочь, подсказать, увидеть потенциал, понимаете, это очень важно. И, наверное, это конкурс, ну, мое как бы такое желание, чтобы этот конкурс имел как бы ежегодно, чтобы он проводился, потому что каждый раз это будет резерв какой-то. Во-первых, надо им создавать, давать эфир, круглые столы, чтобы они, может, мы знали, какая у нас молодежь растет. Мы иногда удивляемся, когда встречаемся, какой грамотный, какой подготовленный товарищ. Мы должны знать, понимаете, у них, вот Александр Викторович правильно говорит, вот Инна Ларзенба как-то говорил здесь, что у нас на 100 работающих 70 госслужащих, 30 как бы рабочих, понимаете, это очень такой серьезный дисбаланс, поэтому надо создавать, даже победителям этого конкурса, может, надо будет выдавать какие-то гранты для реализации каких-то проектов, прослеживать за ними, и люди будут расти, развиваться и создавать рабочие места. Когда у человека есть стимул, понимаете, видение, то, я думаю, это всем будет интересно, и оно будет мотивировать всех работать над собой, готовиться, но не так просто сидеть где-то, да, человек, люди, вот этот конкурс, я думаю, многих заставит просто что-то новое перечитывать, наверное, кто-то начнет Адама Смита читать и так далее. Это очень полезная книга, кстати. Вот. И другие он будет читать, много чего там, сейчас очень много таких известных футурологов по строительству государства и так далее, и так далее. Ну, это очень важный момент. Просто, знаете как, очень важно, чтобы это прошло стерильно, без никаких вот помарочек, чтобы никто не был, хотя мы знаем, мы специфическая у нас ментальность, мы быстро обижаемся, но самое главное любому конкурсанту доказать, что он хороший, но это чуть-чуть лучше завтрашний день его. Он может подготовиться и снова прийти на этот конкурс. Чтобы это не был разовым конкурсом, ну отобрали мы 5 человек и дальше что? Понимаете, поэтому есть тут много моментов. Сегодня, к сожалению, если не будет политической воли первого лица, да, все эти проекты реализовать будет сегодня такая ситуация сложная, там и законодательной базы соответствующей нет, там еще другие проблемы. Но это наш потенциал, понимаете, это вообще какой-то даже мониторинг, наверное, да, потенциала молодежи. Это очень важное мероприятие, и я даже несмотря как бы на занятость или на другие проблемы с удовольствием приму, если какая-то польза от меня будет, я готов как бы служить вам. Да, Спасибо большое. ну, пару слов как раз таки хотел бы сказать по поводу необходимости. Для меня, например, наглядно было видно именно необходимость данного конкурса, когда мы встречались с молодежью в каждом городе, районе. Как сказал Александр Викторович, у нас мы их просто многие не видим, а на самом деле перспективной молодежи очень много. И было много таких
моментов, когда молодые люди говорили о том, что у кого-то один, у кого-то два красных диплома, ездит по всем странам, стажируется, приезжая в Абхазию, нет возможности трудоустроиться. Данный конкурс, мне кажется, дает возможность подняться на уровень, то есть трудоустроиться. Всего лишь нужно показать желание, способности, лидерские качества. И сегодня у нас появляется такая возможность. Скажите, вот, а вам поверили молодые люди, что действительно вот после этого конкурса, что это не простой конкурс, а им гарантирован, у них есть гарантии устроиться куда-то или получить возможность проявить себя на каком-то рабочем месте, чтобы вот устроиться на работу? Вам поверили люди, особенно вот в депрессивных районах? Как это все проходило? Ну, насколько вот мы общаемся с молодежью, поверили и большие надежды возлагают. Но дело в том, что вот по поводу того, что вы сказали, хочется отметить, что не только 5 победителей, в общем, получат какие-то результаты от конкурса, но также перспективные участники смогут стажироваться в Москве, в органах госвласти, то есть получат возможность стажировки. И здесь же следует отметить, что конкурс молодых лидеров «Гордость Абхазии» является первой ступенью социальной платформы «Будущее Абхазии». Значит, эта социальная платформа, она из 4 направлений состоит. Первое направление и направление, с которого мы начинаем эту платформу, это как раз конкурс молодых лидеров, который вот сегодня запускается. Второе — создание школы молодых предпринимателей. Это о чем вы говорили, что предпринимателей надо поддерживать, потому что молодежь хочет проявлять свою частную инициативу, заниматься бизнесом. Без хороших, грамотных бизнесменов, наверное, экономику будет трудно, скажем так, реанимировать. Третье направление социальной платформы «Будущее Абхазии» — это как раз организация системы стажировок в городе Москва для перспективной молодежи, то есть не только для победителей. И четвертое — гуманитарное направление «Послы доброй воли Республики Абхазии». Вот эта платформа, учредительный съезд этой платформы пройдет 18 марта в Большом зале Кабинета министров в 14:00, где будут присутствовать представители молодежи, оргкомитет конкурса, конкурсная комиссия, кандидаты в президенты, общественные и политические деятели. Там же на учредительном съезде будут избраны новые представители послов доброй воли. Замечательно, коллеги. Скажите, пожалуйста, когда станут известны имена победителей первого конкурса? И вот хотелось бы, чтобы вы рассказали о процессе трудоустройства победителей и о каких должностях идет речь. Первый этап подачу заявок резюме ограничили 1 мая. В общем, вот так, пока утверждаем. Можно дополнение маленькое сделать? Да, Дело в том, что 10 лет тому назад, почти 10 лет тому назад, в Республике Абхазия был принят закон о государственной поддержке молодежной политики, точнее. И там многие вопросы, которые сегодня мы обсуждаем, они в этом законе заложены. И я думаю, что вот этот конкурс даст толчок к тому, чтобы этот закон наконец заработал. Потому что там есть, речь идет и о поддержке предпринимательства, и о поддержке молодежных различных организаций, и различные формы, я имею в виду. И я думаю, что вот это вот как раз то, что молодые люди задумали, потому что это молодые люди это сделали, это будет как раз помогать реализовать этот закон. И я думаю, что государство найдет средства для того, чтобы поддерживать такие инициативы. Микрофон, пожалуйста. Да. По поводу трудоустройства хотелось бы, чтобы вы продолжили. Ну, во-первых, сразу тогда уже скажем, какие награды будут победителям, да? Значит, победители награждаются президентом Республики Абхазия специальной медалью «Гордость Абхазии» и грамотой. Награждаются денежными призами, приглашаются, то есть я зачитываю проект положения, который сегодня находится на утверждении у исполняющего обязанности президента. Вот я зачитываю проект положения. Победители приглашаются на работу в органы государственной власти Республики Абхазия в случае соответствия их кандидатур требованиям законодательства Республики Абхазия на замещение соответствующих должностей.
получают наставника из числа государственных и общественных деятелей. Наставник осуществляет мониторинг эффективности работы закрепленного за ним победителя конкурса не менее 3 раз в месяц. Наставник назначается конкурсной комиссией. И что важно, вот как раз тоже ответ на ваш вопрос. Финалисты конкурса включаются в первоочередном порядке в состав кадрового резерва президента Республики Абхазия при его формировании в установленном порядке, а также получают возможность прохождения программы повышения квалификации в высших учебных заведениях Российской Федерации. Но в любом случае они будут на виду и, как говорится, да. Мы подталкиваем к власти для того, чтобы она, первое, формировала кадровый резерв, и уже одним из результатов это вот будут те ребята, которые участвуют в этом процессе. То есть уже будет видно, кто какую, я не говорю высокую должность, надо все-таки проходить определенные этапы, но могут занимать какую-то должность. Насколько они это могут делать? Все зависит от ситуации. Я думаю, что сейчас у нас выборы пройдут, и мы так перейдем плавно к этим вопросам. Я думаю, что наконец-то мы будем, я уже говорил об этом, решать молодежную политику, заниматься. Александр Викторович, может быть, не для тех, кто сейчас будет принимать участие в Но конкурсе, а для тех, кто в будущем захочет. да. Расшифруйте вот для простых жителей, что такое вот этот кадровый президентский пока я резерв? только обозначено, но если говорить о кадровом резерве у каждого президента, я имею в виду вот и в Российской Федерации, после вот таких конкурсов существует те люди, ребята, которые участвовали в конкурсе, да, по тем или иным направлениям, их включают в кадровый резерв. Это не только же обязательно в центральные аппараты. У нас есть, слава богу, есть районные администрации, да, есть районные предприятия, где этих ребят можно будет использовать. У нас очень нехватка специалистов и в школе, кстати, и в тех или иных предприятиях. Поэтому я думаю, что если будет составлен список, да, те ребят, которые готовы будут занять, если освобождаться будет место или наоборот формироваться новые места, я думаю, что это как раз и будет та возможность себя реализовывать. Я не говорю, что это готовый вариант, понимаете? Для этого еще нужна воля, я еще говорю, власти. Воля власти. Я так надеюсь, что после нашего с вами сегодняшнего разговора такая воля появится у тех будущего президента, который будет, и это будет решаться. Спасибо. По поводу вот воли нашей будущей власти хотелось бы сказать, пока Инал Батович Арзумба находился в Абхазии, он успел встретиться с кандидатом в президенты Адгура Амирановича Арзумба и Аслана Георгиевича Бжани. Они вдвоем поддержали эту идею. Насколько нам известно, он разговаривал по поводу их присутствия на молодежном съезде 18 числа, где они открыто поддерживают этот проект. Вот я думаю, что после таких заявлений не стоит говорить о том, что потом, уже после выборов, кто-то возьмет свои слова обратно. Нет, и не будет, мы не говорим, но говорим, что надо Указ формировать. президента. Об этом сейчас было сказано. О том, что надо в действие приводить тот механизм, который вы закладываете в своем положении. Пожалуйста, вопросы моих коллег. Гугуца Вардани, Абхазское телевидение. Ограничено ли количество участников в конкурсе и сколько примерно должно быть финалистов? Нет, количество конкурсантов не ограничено. Изначально мы думали делать около 200, но потом, когда проездились по городам и районам, поняли, что это будет неправильно, потому что желающих много. Если будет много, то ограничивать их как-то было бы неправильно. Поэтому мы сделали неограниченное количество. Хотя понимаем, что с одной стороны это хорошо, с другой, когда, допустим, там около 300 конкурсантов и пройдут во второй этап 50 человек, будут, наверное, все-таки много недовольных. Но это конкурс, нужно будет себя проявлять, а так ограничений никаких нет. Спасибо. Есть еще вопросы? Тогда продолжим. Скажите, вот в ходе общения с молодыми людьми в районах, вы, наверное, смогли выяснить их идеи, профессиональные мечты. И насколько они вообще соответствуют современным требованиям рынка труда Абхазии? И какие профессии наиболее популярны вообще? Ну, конкретно мы о каких-то программах не проговаривали с молодежью. Мы спрашивали, что их беспокоит, какие у них основные проблемы. Все говорили в основном о трудоустройстве, что это сложно в Абхазии.
Вот, кстати, хотел привести в пример по поводу молодежи. Вот у нас в Пицундах была ситуация, это была последняя встреча, завершающая, когда уже заканчивалась беседа, встал молодой парень 11 класса, который говорил о том, что, увидев в интернете о конкурсе, он уже готов к конкурсу. Но, к сожалению, так получилось, что 11-классник, завтра выиграв конкурс, не может стать госуправленцем или работать на госслужбе. Кстати, самый младший возраст какой, который обозначен вот для участия? Студенты 4-го курса. Это самый младший, да. Пока так. Кстати, хотелось бы отметить, что это для нас, как бы, несмотря на то, что есть аналог в России, в Абхазии, для нас это первые шаги, то есть, скорее всего, есть много недоработок, но мы по ходу самого конкурса будем много чего дорабатывать. То есть это не будет влиять на какие-то оценки, какие-то проблемы для самих конкурсантов мы не создадим. То есть будем по пути решать те вопросы, которые... То есть и сам первый конкурс покажет, мы пока точно не можем сказать, сколько конкурсантов, участников будет. И после первого проекта мы уже подготовимся ко второму проекту более тщательно. И тут у нас еще так получилось, что мы буквально за 15 дней собрали оргкомитет, конкурсную комиссию, то есть все в такие сжатые сроки. И, скорее всего, у нас будут какие-то упущения, но мы их будем дорабатывать. И, думаю, получится у нас все. Самое главное, ребята молодые, которые с нами, очень так настроены, чтобы довести дело до конца и помочь нашей молодежи. Интерес к конкурсу есть, это точно, да. И среди молодежи, и не только среди молодежи. Все-таки важнейшая роль принадлежит, конечно, и оргкомитету, и конкурсной комиссии. Важнейшая роль все-таки принадлежит оргкомитету. Это они на себя такую очень серьезную миссию взяли. Я думаю, ну, бывает, первый блин, как говорят, всегда комом, но я надеюсь, что у них все будет, тут ошибок уже не будет. То, что они объявили конкурс, это уже успех, это уже люди, когда начнут, это уже нормально. Но если какие-то будут там трудности, это все будет тихо-тихо, конечно, Я хотела вас рафинироваться. спросить вот насчет условий конкурса. Он ведь адаптирован из российского конкурса, да, получается? Да, правильно? да. Вот вы как считаете вообще эти условия для Абхазии применимы? Методы определения, да, лидерских качеств, это стандартные, как бы, мы ничего ноу-хау не можем тут ничего придумать. Вот, есть стандарт, ну, я там смотрю, в общем, интересно, вот эти игры и так далее, это немножко сложновато будет. Человек, который, знаете как, ну, пускай пройдут ребята этап, пускай они почувствуют это испытание, они потом, понимаете, это будет стимул, чтобы работать над собой. Мне так кажется, что он, ну, не преодолел это препятствие, в следующий раз он подготовится, и это будет стимул для всех, и, наверное, и подхлестнет их в более такое серьезное отношение к учебе, к каким-то предметам. Я думаю, это по-любому, как бы, не знаешь, какие вы ожидания имеете, по-любому это будет очень позитивный эффект нести. И как бы как в успехе я не сомневаюсь, честно говоря. А мы что? Мы можем, конечно, если наш опыт будет интересен, мы готовы посмотреть, послушать молодых. Мы тоже были молодыми. Вот, и какой-то опыт есть. Интересно, конечно, как они видят. Вообще самый для меня вот серьезный вопрос, это каким видите Абхазию в 30-м году, какое видение у них, какое представление. Это, наверное, базовое, с чего начинается все. Вот, а потом уже посмотрим, какой. Вы понимаете, как у нас в Абхазии в основном или экономисты, или юристы. Вот Это таких технических, да. специально-технических практически нет. Да. Вот, Престижная поэтому профессия. даже вот аграриев, да, так как бы, ну, вот таких серьезных практиков, вот все только, так будем говорить, я никого не хочу обижать, но старое поколение, так будем говорить, да, которые вот действительно опытные остались. А вот молодежь, которая проявила себя, ну, их мало. А у нас этот сектор вообще самый такой важный, серьезный, потому что вот вы только что говорили, у нас депрессивные регионы, там единственное, вот, что можно организовать, это хороший уровень организации сельского хозяйства, и выращивания, и переработка. В этом есть только... Поэтому ребята должны понимать, раз идут на это, ну, они должны понимать, что их программа должна быть взвешена не просто так. Оно должно быть обосновано. Вот человек будет говорить, я в 30-м году виду Абхазию.
Вот, да, ну, какие вот базовые, да, у него вот есть для того, чтобы видение такое быть. Или можно красиво сказать, можно скажут, а вот молодец, настоящий патриот, там он такое наговорит, в 30-м году мы... Вот. Поэтому надо все, я так понимаю, как член комиссии, да, мы должны оценивать, насколько адекватно они понимают ситуацию и как правильно видят от реализации их идей с учетом, молодежь все знает. Все наши проблемы, все наши недостатки, поэтому они должны представлять себе, как не просто красивый проект, а как его реализовать, какие могут быть. Поэтому я надеюсь, что нас никто не разочарует. А как вы Конкурс думаете? будет жесткий, жестокий, наверное, да. Ну, самое главное, у всех, вы знаете, там члены комиссии, мне приятно, что я с такими людьми, как вот Александр Викторович, вы знаете, это вообще, я его считаю ученым человеком, экономистом, большим практиком, который имеет опыт работы и в государственной службе, и в преподавательской, и так далее, потому что я с ним часто по некоторым вопросам общаюсь, я вижу, могу видеть, человек это не просто теоретик, он глубоко разбирается вообще в реальной экономике, не в теоретической, а в реальной экономике. Поэтому Нател Акаба, Сократ Рачевич, Олег Доменя и другие, понимаете, это, я не думаю, что среди них будут люди, которые будут, там, скажем, это мой однофамилец или с моего села, мы его поддержим. Я думаю, все будет максимально стерильно. Хотел бы сказать, что полномочия комиссии конкурсной достаточно большие, потому что она будет заниматься подготовкой третьего этапа конкурса, самого основного конкурса, это в области управления. Теперь касаясь самих участников конкурса, я не, вот, Бесовом Алексеевича я поддерживаю в том вопросе, чтобы не только юристы и экономисты участвовали. У нас есть много ребят, которые закончили технические вузы. У нас есть направления, в которых можно участвовать. Это и касается аэропорта, потому что рано или поздно мы будем. Это касается железной дороги, это касается вопросов энергетики. Нам нужны специалисты в области энергетики, нам их не хватает, очень квалифицированных людей. И мы надеемся, что ребята вот с этих направлений тоже будут участвовать в этом конкурсе, потому что их тоже надо привлекать для того, чтобы, вот мы говорим 30-й год, да, каким он будет. И в частности, речь идет и о будущем градостроительстве в Абхазии, потому что нам предстоит очень много строить в Абхазии. Это мы сегодня не имеем средств и так далее. Но рано или поздно мы будем какие-то привлекать инвестиции, соответственно, у нас должна развиваться такая отрасль, как градостроительство. Для этого, конечно, надо принять соответствующий закон, но нам надо знать, что нам надо строить и какие предприятия нам надо строить. Это очень важно. И, соответственно, потом делать расчеты, какие трудовые ресурсы нам готовить. Кроме того, что людей с высшим образованием, мы все говорим управленцы, но у нас есть среднее звено, которое тоже надо, есть там тоже среднее звено управленцев. Понимаете, о чем я говорю? Это в колледже надо по другому руслу направлять и готовить специалистов среднего звена. То есть нам предстоит очень большая работа. И вот этот конкурс, он как раз всех нас, и взрослых, и молодежь, даст представление, чем мы сегодня обладаем, каким потенциалом кадровым мы обладаем, каким вообще что мы можем делать, понимаете? Мы не говорим, что сегодня конкурс пройдет, и у нас сразу вся жизнь начнет развиваться в таком хорошем смысле слова. Она только дает толчок, понимаете? Вот для этого. Для этого всем надо нам работать в этом направлении. И в вузе, и в школе, и где хотите. Возможно, конкурс подтолкнет кого-то из молодых людей к исследовательской деятельности. Естественно, у нас есть очень масса, вот Бесовом Алексеевич, он всегда говорит о сельском хозяйстве, у нас масса там проблем в сельском хозяйстве. Нам нужны хорошие агрономы, нам нужны хорошие специалисты по животноводству. Потому что в каждой Сейчас области, остро нуждаемся в специалистах по защите растений. Вообще. Это вообще проблема вопрос. серьезная. То есть много, об экологии мы много говорим, да? То есть много специалистов, которых у нас не хватает самых элементарных учителей в школах. Это проблема, потому что если сегодня не будет учителей в сельских школах, нам станет задача, как нам их дальше работать.
То есть надо находить какие-то стимулы для того, чтобы ребята могли работать там. Много энтузиастов есть, которые в школе что-то новое предпринимают, не просто по накатанному идут, а что-то новое. Так же, как и в университете. Надо технический прогресс, чтобы тоже и туда приходил. Я имею в виду в школу. Вопросы, пожалуйста. Нет? Хотелось тоже отметить как раз по сказанному, что, конечно, не все станут победителями, но благодаря этому конкурсу многие ребята, перспективные, обладающие интеллектом и знаниями, они их увидят, заметят, и, возможно, они найдут какую-то работу, пусть не на руководящих постах, но хорошую работу по своей специальности. Даже для них самих Да. вот этот конкурс, они поймут, какие у них есть плюсы и какие минусы, что им предстоит как бы доработать. Да. Потому что надо понимать, вот я просто, может быть, много говорю, но хотел бы маленький момент. Есть очень хорошая книга бывшего президента компании Ford Ли Якоки, называется «Карьера менеджера». Он там описывает, как он начинал этапы с простого менеджера. 20 или 30 лет ему потребовалось для того, чтобы он стал президентом компании. Его спросили, а как вы работаете, сколько вы работаете? В день я, говорит, работаю 14 часов, включая субботу, а в воскресенье я начинаю подготовку к понедельнику. Понимаете, как над собой надо работать? У вас есть возможность обратиться к тем, кто захочет принять участие в конкурсе, почему они должны это сделать. Пожалуйста, каждый. Буквально Давайте, несколько девушка, предложений. начнем. Обращаемся к нашей молодежи, к молодежи Абхазии. Сегодня наступило время действовать. Вы можете себя проявить. Призываем вас принять участие в нашем конкурсе. С сегодняшнего дня стартует наш проект. Пожалуйста, заходите на сайт, подавайте заявку, регистрируйтесь. Мы вам во всем поможем. Составляйте резюме, видео, эссе. Мы готовы во всем вам помочь. В каждом районе республики создан оргкомитет. Вы можете обращаться. Всемирно готовы вам помогать. Пожалуйста. Старший я потом завершу. Ну, хотел бы пожелать всем успехов и надеемся, что примут молодежь, активная молодежь примет участие в этом конкурсе. Мы вас ждем. Ну, я хотел бы вообще, чтобы молодежь, она не как-то не комплексовала. Это нормальное явление, чтобы они смело шли на это испытание. Это очень важно, даже преодолеть себя на этом этапе. И, может быть, первый этап не совсем будет такой удачный, как они это ожидают, но это только начало большого пути. Понимаете, если у тебя впереди длинная дорога, если первый шаг не сделаешь, то дорога не начинается. Поэтому здесь сидеть, ждать, понимаете, так. Поэтому, я думаю, надо набрать смелость. Я думаю, нашей молодежи смелости хватает. Вот у них должна быть и творческая смелость, не только уличная смелость. Вот. И они сами это пройдут какой-то тест, сами убедятся, насколько их здания актуальны на сегодняшний день, насколько они носят прикладной характер, теоретический характер, насколько они могут быть. Понимаете, это будет все равно какая-то база. Может, сегодня она не будет, как вот хотелось бы, востребована, но так не бывает. Через год, через два все равно это будет иметь свой эффект. Главное — начало. Ну, что сказать, мы, молодежь, привыкли часто слышать, что вот в Абхазии проблема с молодежью, с проблемами с молодежью. В связи с этим конкурсом хотелось бы, чтобы наша молодежь доказала старшему поколению, что в Абхазии есть на самом деле перспективная, образованная, интеллектуально развитая молодежь. Просим вас всех принять участие в данном конкурсе. Успехов вам. Спасибо большое. А вам усердия, да, и трудолюбия. Да. Мы Терпение. тоже присоединяемся к добрым пожеланиям конкурсу и всем его участникам. Наше время подошло к концу. Я напоминаю, на студии были представители организационного комитета и отборочной комиссии конкурса «Гордость Абхазии». До встречи в эфире.